Для северных городов праздник Победы всегда вполне себе серьезное испытание. В первую очередь погодное. 2 года назад, на 9 мая, шел снег, в прошлом дождь. В этом в целом небо нам благоволило, хотя детям и пенсионерам все же было немного зябко. Впрочем, дух единства в этот праздничный день все перевешивал. В этот день я всегда чувствую трепет в сердце, потому что мой прадед тоже воевал, он пропал без вести, и для меня это очень важно помнить. И помнить для всех, я считаю, что важно вспоминать и никогда не забывать, и всегда, не только в 9 мая, но и во все дни. Выдержка и стойкость фронтовиков сегодня не могли не восхищать. Участники Великой Отечественной Николай Акимович Рочев и Алексей Петрович Вдовин вместе со всеми шли в праздничной колонне от Муз-театра до Стефановской площади. Расстояние не маленькое, но такое важное для того, чтобы показать всю преданность великому дню. Это праздник. Такого праздника вообще сейчас нету. Это самый большой праздник в нашей стране. Потому что это отмечать не то, что народ России понимает, а вся страна, весь мир. Потому что в этой войне в какой-то степени участвовали не то, что Советский Союз, а весь мир участвовал. Вдоль всей коммунистической живая колонна. Это школьники и студенты столичных образовательных учреждений. Они выстроились в ряд, чтобы приветствовать фронтовиков. Это те люди, которые вернули нам Родину. Это люди, которые защитили нас, чтобы этот мир стал таким красивым. Наши родные, они сражались, чтобы мы жили сейчас, чтобы не было никаких войн. В День Победы это уже традиционный маршрут. Там, между двумя памятными местами столицы, мемориалом «Вечная слава» и монументом воину-интернационалисту, прямо посреди улицы прошла встреча ветеранов с первыми лицами Коми. Праздником, дорогие ветераны! Победы! Поздравляем всех вас! Дорогая моя любимая. Путь дальше, к вечному огню. Там каждый мог поздравить детей войны и тыловиков. Среди них много женщин. Именно на их хрупких плечах в военные годы становились трудовые подвиги. А после все жители пришли на Стефановскую площадь. Здесь самая торжественная часть праздника. Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Под звуки легендарной композиции Александрова «Священная война» парад Победы в Сыктывкаре открыли чеканящий шаг знаменосцы. Наследники Великой Победы, юноармейцы, получили право идти первыми. Впервые же при этом, участвуя в параде, свою задачу они с честью выполнили. Перед трибуной проходят юноармейцы средней общеобразовательной школы номер 25 имени Вячеслава Малышева, воспитанники регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Парадный расчет возглавляет Алексеев Дмитрий, начальник штаба регионального отделения. Слова благодарности и уважения ветеранам с центральной трибуны первым произнес Сергей Гапликов. «Мы правопреемники вашей великой победы», заявил глава республики, и должны гордо и славно нести имя победителей. Мы выстояли благодаря вам, вашей силе духа, самоотверженности и вашей любви к Родине. Вы трудились, не покладая рук, восстановили страну за считанные годы, подняли ее из руин, создали мощнейшую промышленность и передовую науку. Мы гордимся вашими подвигами. Мы, ваши внуки и правнуки, сделаем все, чтобы страна была в надежной защите. Старший сержант Красной армии Михаил Иванович Сырокваша – живой пример героизма и отваги поколения победителей. Командир отделения автоматчиков свой путь боевой славы начал на 3-м Белорусском, а закончил разгромом Квантунской армии на границе с Китаем. Стальной характер и воля проставленного ветерана чувствуется и сейчас, а ему, на секундочку, идет уже 92-й год. Немцы дорвались до Москвы 18 километров, а потом наша, именно русская удаль водрузила знамя победы над Рейхстагом. Разве не думали это? Нет. И это знамя по-настоящему сейчас
является знаменем победы. Это как маяк, зовущий. Вперед, вперед, вперед. Сплоченность, дружба, коллективизм и, главное, мужество. Звучали гимны и выстраивались колонны во всех городах и районах Коми. На площади Победы в Печоре с самого утра проходила всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Памятный символ молодежь крепила всем желающим на грудь. У вечного огня вахту памяти несли школьники. На площади рассказы участников войны и тружеников тыла все слушали, затаив дыхание. Мы трудились 10 лет в тылу. Являемся тружениками тыла. Я Архангельская, нас в 1942 году немец бомбил. Всего же в Коми чествовали около 7 тысяч ветеранов. И это внимание, хочется верить, сохранится не только в праздничный день. После торжественной части люди не расходились. Полезных занятий можно было найти немало. В центре Сыктывкара, к примеру, развернулось несколько десятков площадок. В Кировском парке дали волю фантазии художники всех возрастов. Баллончиками рисовали прямо на пленке, протянутой между деревьев. Недалеко еще одно увлечение для тех, кто желает творить мастер-класс по созданию бумажных гвоздик. Получаются и правда как живые. Вот только холодный ветер от близлежащей реки немного подвел организаторов. Была бы хорошая погода, достаточно было 15 минут. Ну, погода плохая, все разлетается, нам очень мешает. Вообще легко очень делать, ничего сложного не надо. Салфетки, палочка и ниточки, и клей. Никуда и без солдатской каши. Несколько десятков столов, длинные скамейки. На этой площадке ветеранов и пожилых гостей праздника ждал согревающий обед. Одна из самых традиционных площадок – полевая кухня. Сегодня, как нельзя, кстати, погода в столице Коми не радует теплом. Что сегодня в меню? Горячая каша, горячий чай, фронтовые 100 грамм, хорошее настроение. А для полного погружения в 40-е годы целый комплекс с палатками и военными атрибутами напоминает съемочную площадку какой-нибудь исторической ленты. Инсталляция времен Великой Отечественной войны. Там находится госпиталь, а в этой палатке находится боевое оружие времен Великой Отечественной войны. Все костюмы сшиты в 40-х годах. Любой гость площадки мог почувствовать себя военным врачом или солдатом. Стоило лишь поближе познакомиться с экспонатами. Фронтовые бинты, колбы с лекарствами, медицинские инструменты. Также показательно прошла выставка и в соседней палатке. ППШ, снаряженный с магазином, весит более 5 килограмм, а этот всего 3,6. Представляете, сколько дополнительных патронов можно с собой взять? В рейд, к примеру, в разведывательный. А эта площадка уникальна тем, что боевые машины можно не только посмотреть со стороны, но еще и потрогать и даже стать на время пассажиром из прошлого. Территория у центрального бассейна – кладезь полезной исторической информации. Помимо выставки военной техники и инженерно-саперного оборудования, были здесь и специальные кинопалатки. В них каждый желающий мог посмотреть художественные и документальные фильмы о войне. Особенно популярны они были у молодежи. Подрастающее поколение старается узнать о Великой Отечественной как можно больше. Ведь та победа стала настоящим подвигом всего нашего народа, память о котором мы должны сохранить навсегда. Любовь Филиппова, Максим Васильев, Любовь Лапина, Олег Юшков, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.